регионах России появятся новые места для накопления твердых коммунальных отходов, когда будет реализован национальный проект. 15 лет заключения. Госдума может ужесточить наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом. Как часто ездят якутяне в нетрезвом состоянии. 29 лет жизни посвящено единственной работе. В Мирном награда заслуженного тренера республики нашла своего хозяина. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В регионах появятся новые места накопления твердых коммунальных отходов. Министерство природных ресурсов должно до 17 мая представить предложение по созданию таких мест. Поручение премьер-министр Дмитрий Медведев включил в перечень, подготовленный по итогам работы форума «Национальные проекты. Этап реализация». Одновременно в правительство должен быть представлен вывод о необходимости финансирования за счет федерального бюджета мероприятий по подготовке проектной документации на строительство новых объектов, а также на ликвидацию объектов накопленного вреда и рекультивацию соответствующих территорий в рамках нацпроекта «Экология». 2 поручения должны быть выполнены до 30 мая. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для водителей, совершивших смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Проект направлен на утверждение президенту страны и в Совет Федерации. Насколько эта законодательная инициатива поддерживается якутянами, узнавала Сусанна Рожина. Прошлым летом на этом перекрестке Кирова-Горького произошло страшное ДТП, в результате которого погиб молодой человек и без отца остались 2 детей. Виновник ДТП получил решением суда 4 года колонии поселения. Но сейчас в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение к водителям, совершивших дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. И предусматривает наказание от 5 до 12 лет, если погиб человек. Сейчас же за это предусматривается наказание от 2 до 7 лет. По максимуму хотела бы. Я вообще изначально думала, что хотя бы 7 лет, не 4 же года, ну и не в колонии поселения же. Из-за какого-то пьяницы расти без отца. Когда вспоминаю, все плохо становится. Согласно новому законопроекту, предполагается установить для виновников смертельного ДТП такую же ответственность, как и за умышленное убийство. Поправки в Уголовный кодекс уже одобрены правительством Российской Федерации. Инициатива также получила одобрение Верховного суда. Нередко водители уходили от уголовного преследования ввиду того, что невозможно было установить, были ли они в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения ДТП. То есть, просто говоря, совершали ДТП, скрывались с места аварии. По данным регионального ГИБДД, с начала года уже задержано 463 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Из них половина отказалась проходить медосвидетельствование. В Якутске за последние годы произошли несколько резонансных ДТП. Так, сейчас в суде находится дело в отношении экс-депутата Илтумена Николая Румянцева, который обвиняется в гибели многодетного отца. ДТП произошло на Намском тракте. Кроме того, громким делом был суд над экс-директором Кангаласской школы Алексеем Юрченко. Он, будучи пьяным, на «Мерседесе» на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате аварии погибли 2 человека. Как и в случае с ДТП на Кирова, родные погибших были не согласны с решением суда, считая приговор для Юрченко слишком мягким. С начала года на территории города Якутска произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, где получили травмы 9 человек. Родные и близкие погибших по вине нетрезвых водителей, естественно, требуют максимального срока. Чаще всего суд приговаривает водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, от 2 до 4 лет. Хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Вот когда вышло решение суда, мы с этим вообще не согласны. Это просто несправедливо получается. Прошу пересмотреть дело, следствие, вообще решение суда.
В ходе рассмотрения суд учел смягчающие обстоятельства подсудимого Васильева, который совершил ДТП на Кирова. Положительные характеристики стали основанием для смягчения наказания. В итоге дело будет пересмотрено в Верховном суде. Приговором суда виновное лицо было признано виновным по всем тем эпизодам обвинения, которым ему было предъявлено. Назначено наказание в виде реального лишения свободы, но приговор в настоящее время в законную силу не вступил, поскольку он обжалован сторонами, и рассмотрение уже будет в Верховном суде республики. Но некоторые эксперты считают, что ужесточение наказания для водителей в состоянии алкогольного опьянения пока не своевременно, и под раздачу могут попасть невиновные. Но в целом повышать сроки наказания, мне кажется, мало продуктивно и малоэффективно, потому что могут под раздачу попасть случайные люди. У нас несовершенна еще система определения количества алкоголя, определения наркотиков в крови. Случайно может попасть под эту разборку человек, у которого какие-то лекарства он принимал, а их определяют как наркотические. А срок сумасшедший. Просто поскольку у нас бывают судебные ошибки, ставить такие сразу сроки, это только чисто отчитаться. Но противоположного мнения придерживаются представители гособвинения, прокуроры, которые считают, что принятие данного законопроекта позволит снизить количество пьяных ДТП и снизить смертность. Так, по статистике по итогам 2018 года в Якутске было совершено 1 ДТП со смертельным исходом, а с начала 2019 года уже 2 случая. Хочется рассчитываться на то, что принятие нового закона в плане ужесточения наказания водителям, которые, употребив алкоголь, садятся за управление транспортным средством, которое, как нам известно, является источником повышенной общественной опасности, да, мы будем надеяться, и я так думаю, что законодатель, принимая новый закон, руководствуется как раз-таки тем, чтобы у нас было уменьшение, снижение количества преступлений, связанных именно с этими обстоятельствами. В России ежегодно по вине пьяных водителей гибнет более 4500 человек. И с принятием нового документа думаем, что ответственность водителей и соблюдение закона снизит трагические показатели на дороге. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутия. День за днем. В Жиганском районе прошел месячник борьбы с туберкулезом. Рабочая группа врачей-фтизиатров Республиканского научно-практического центра «Фтизиатрия» проверяла лекции для учащихся общеобразовательных школ по раннему выявлению туберкулеза и обучающий семинар для медицинских работников. Также состоялась консультационная встреча с детьми и взрослыми, состоящими на диспансерном учете. Но Жиганские эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Например, по итогам 2018 года заболело 8 человек, и из них 3 детей. Это плохой показатель. Наши рекомендации, это значит профилактическая работа. Во-первых, это проведение качественной вакцинации детям и раннее выявление туберкулеза. Для этой цели проводится флюорография населения, всего населения. Православные верующие сегодня отмечают главный христианский праздник Светлой Пасхи – Воскресения Христа. В Якутске люди с утра прошли в церковь с куличами и крашенными яйцами, чтобы осветить их. На протяжении всей Страстной недели верующие готовились к этому центральному событию священной истории. Пасхальный кулич представляет собой артоз и символизирует для христиан присутствие рядом с ними Господа. Окрашенные яйца являются символами возрождения новой жизни. Пришли, будем освещать Пасхи. Яички накрасили всей семьей. Вот внука жду, сейчас приедет сюда. Пойдем свечечки поставим, а потом соберемся всей семьей за большим-большим дружным столом. Это светлый праздник, потому что мы верим в вечную жизнь. И Христос доказал, что смертью смерть поправ, что Он выжил. И для нас Он приготовил вечную жизнь. Иисус воскрес, что добро всегда побеждает зло. Весь пост мы стараемся измениться, покаяться, почаще причащаться, то есть духовно измениться, свои грехи исповедовать, измениться духовно.
Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди представителей средств массовой информации прошли в Якутске. Они приурочены к 370-летию пожарной охраны России и Дню Республики. В состязаниях приняли участие 4 команды: национальная вещательная компания «Саха», ГТРК «Саха», медиагруппа «Сетим» и сборная команда «Печатная журналистика». Соревнования проходили по 5 видам пожарно-прикладного спорта: надевание боевой одежды, закрепление спасательной веревки, подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и прокладка магистральной линии. В ходе упорной борьбы победителем стала команда ГТРК «Саха». Заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Это звание присваивается людям, которые отдают все свое свободное время, а порой и всю свою жизнь спорту. На прошедшем корпоративном форуме «Хозактив-2019» награда нашла своего хозяина. С опытным тренером встретилась наша съемочная группа. Готовить будущих чемпионов Андрей Кулагин начал в 1990 году. Тогда он устроился на работу помощником своего наставника Валерия Сандарева. Через 2 года молодого тренера уже пригласили в мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса» работать с детьми. За 29 лет его подопечные много раз становились чемпионами Якутии, отличались и на международном турнире в Эквадоре. Основа – это труд. Труд – это причем не сразу он дается, это даже не каждый день, а ежегодный. Ежегодный труд, то есть это происходит на много лет. Вот. Второй момент – это, конечно, надо отдаваться работе полностью, детям. То есть если ты работаешь с детьми, дети фальши не видят, они сразу это увидят. И здесь, конечно, вот это должна быть совокупность. Совокупность и плюс, наверное, должны быть результаты у тренера. Андрей Александрович признается, что много лет шел к званию заслуженного тренера республики. И такая высокая награда для него неожиданностью не стала. Я просто для себя ставил цели, но я не был, допустим, тому, что если не дали бы, я бы, честно говорю, я особо бы не расстроился вот в этой ситуации. Не расстроился. Потому что основа все равно это работа с детьми. А оценивают ее, опять же, это же оценит как критерий работы с детьми. Это могу оценить я, могут оценить дети. Со стороны это не всегда это видно. Потому что работа с детьми – это же труд. Это достаточно такой внутренний труд. И не внешний, его не так видно. Но очень приятно было, что все-таки мне дали заслуженного тренера. Несомненно, его гордость – это его ученики. За всю свою карьеру заслуженный тренер Якутии Андрей Кулагин вырастил 3 поколения футболистов. За 29 лет воспитанники Андрея Кулагина становились победителями всероссийских и международных турниров, а на республиканских соревнованиях им вовсе нет равных. Сами же говорят, у такого наставника чемпионом может стать, пожалуй, каждый. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня вся информация. Еще больше новостей на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.